Атмосфера в Ледовом дворце сегодня накаленная. Горячие удары клюшка не дают почувствовать даже холод. Здесь проходит второй этап первенства ЮФО и СКФО по хоккею с шайбой среди юношей до 13 лет. Ну а для ингушских хоккеистов эта игра вдвойне волнительна и приятна. Ведь соперникам встретятся на домашней арене. Всего игры по круговой системе проведут 4 команды из Донецка, Волгограда, Ставрополя и Ингушетии. Ну а результаты этого этапа будут известны только в третьем завершающем. Чемпионат такого масштаба не пропускает, кажется, и все правительство Ингушетии. Председатель правительства и министр спорта региона с открытием второго этапа поздравляют российских спортсменов и желают успехов в игре. Первыми скрещивают клюшки на льду команды из Ставрополя «Тайфун» и Волгограда «Динамо». Хоккеисты действуют решительно и быстро. Жесткое противостояние соревнующихся, грозные атаки, удивительная ловкость только придают зрелищности поединку. Лидирует во втором периоде игры команда Волгограда со счетом 4-3. А между тем напряжение между синими и белыми только возрастает. Не менее волнительно и на трибунах. Поддержать участников соревнований приехали не только наставники, но и родственники, друзья. Каждый из болельщиков ждет от команд одного. Тренировались усиленно, так что надеемся на победу. Я болельщик команды «Волгоград». Мы сами как с Кушевки, то, что племянник играет за Волгоград. Ну и болеем. Чего вы ждете от игры сегодня? Победа. Только победа. Уже во время третьего периода «Динамо» из Волгограда в очередной раз забивает шайбу в ворота противника. Покидают ледовое поле боя со счетом 5-3. Этот турнир проходит второй год. Соревнуются 8 возрастных групп от 9 до 13 лет. Активное участие в организации второго первенства ЮФО и СКФО принимает Ингушский республиканский хоккейный центр. Федерация хоккея очередной раз доверила провести мероприятие такого масштаба в республике. В свою очередь здесь постарались создать необходимые условия, чтобы гости остались довольны. Нас видят, о нас говорят, что у нас здорово, у нас хорошо, и это приятно слышать. Это очень приятно слышать. Но мы, конечно, со своей стороны стараемся сделать все условия, создать для приезжающих команд, для представителей, для судей, чтобы, да, у нас сегодня нет своих судей, нам приходится приглашать судей на участие этого турнира, поэтому мы стараемся создать все максимум усилий, чтобы все были довольны, и в том числе и сами хоккеисты, и родители их тоже. Хоккейный дебют состоялся в спортивной истории Ингушетии 4 года назад. И с тех пор появились 2 ледовые арены и несколько молодежных команд. За успехами ингушских хоккеистов наблюдают и представители Федерации хоккея России. Отмечают, на лед ингушские спортсмены выходят с большим желанием, боевым настроем. В играх проявляется характер. Правда, не хватает мастерства, но это все дело времени и опыта. Для этого нужно, конечно, самое старание, желание, это прежде всего. Ну и, соответственно, чтобы в совокупе и тренерский штаб, еще раз повторяю, уделял больше внимания. С ребятами в это время надо больше разговаривать, больше общаться. Тренера – это наставники, это те же и родители, которые в первую очередь это друзья. К поединку следующих команд «Каток» готовят тщательно. Спецтехникой лед шлифуют, устраняют наплывы, трещины. Такие соревнования для ингушских хоккеистов своего рода мастер-классы. Зрелищные комбинации опытных спортсменов нередко становятся для них мотивацией в достижении новых высот в карьере. Так и сегодня ингушские спортсмены в курсе, что бой их ждет тяжелый, а соперник сильный, тем не менее готовы бороться до последнего. Я жду от игры победы. На тренировках мы каждый день занимались усердно и готовились к этому матчу долго. Я знаю, что у них высокий вратарь, и надо вниз бить. Мы тренировались сильно, соперники хорошие, сильные. Я жду сегодняшней победы, за меня болеет папа. В заключительном матче первого соревновательного дня на лед выходит команда РЗ против гостей из Донецка. Детский хоккей тем и интересен, что ребята играют без оглядки на собственные ворота, зачастую забывая о защите. Как правило, это выливается в пропущенные шайбы. Еще до истечения первого периода гости ведут игру с солидным преимуществом.
Спустя несколько минут второй 20-минутки хозяева отыгрывают одну шайбу, но этого не хватает, чтобы выйти в финал. По итогам встречи команда из Донецка должна провести матч за первое место с победителями первой игры «Динамо». Но это чуть позже. Болельщики на трибунах, беспристрастное судейство, накал, эмоции и море голов. Здесь есть все. Второй этап первенства ЮФО и СКФО продлится в регионе до 11 января. Диана Дударова, Магомед Белакиев, Новости 24.